Константин Эдуардович, член рабочей группы по возможному транзиту через территорию Абхазии, представитель оппозиции Тимур Надарая, выступил против открытия транзита грузов и товаров из Грузии. О чем он заявил на заседании рабочей группы, а также после на пресс-конференции движения АРО вместе с председателем АРО Тимуром Гуле. Ваша позиция также известна. Вы поддерживаете распоряжение президента о списке товаров, которые можно легально завозить из Грузии. Скажите, пожалуйста, каковы ваши главные доводы? Ну, это было мнение Тимура Хухутовича как представителя оппозиции. Он обозначил себя так. Я единственный тут в этой комиссии, находящийся из оппозиции. Это было его мнение. Я не знаю, это мнение консолидированное оппозиционного блока всего или только Тимура Хухутовича. Ну, читая потом заявление АРО, я понимаю, что АРО как минимум руководитель АРО Тимур Гуля поддерживает Тимура в этом, что он супротив этому всему. Но я знаю многих друзей, ребят, коллег, которые сегодня в оппозиции, которые противоречат Тимуру Хухутовичу, которые тоже поддерживают то, что границу нужно открывать в рабочем режиме. Открывать, вот это слово, наверное, открывать и, наверное, пугает людей, некоторых несведущих. Тут у нас ничего не меняется, ни о каком таком открытии границы, как изменение режима границы не происходит. Граница будет работать в том же режиме. Просто тот объем товаров, который идет в ручной клади, что разрешено, что позволено завозить, будет идти в объеме для физлица до 600 тысяч рублей. Никаких других контрактов, которые говорят, что мы заключаем контракты там, с Республикой Грузия, нет, таких ситуаций нету, мы ни с кем не заключаем контрактов, ни с кем ни о чем официально не договариваемся. Это, то есть, еще раз повторюсь, это нашим гальским жителям Восточной Абхазии, кому можно перейти, кому разрешено перейти, пойти и принести в объеме товар, это не обязательно товар там какой-то сельхоз и грузинский, это может быть армянский товар, турецкий товар, иранский товар и все остальное. Да, у нас есть положение, где мы не можем себе завозить маркированный товар Республики Грузия. Ну, пока мы с Грузией, у нас такие отношения, мы это не можем. Когда рано или поздно нас, когда Грузия признает, ну, тогда будем говорить уже о тех или иных товарах, произведенных в Грузии. Сейчас об этом речи не идет. Идет только сельхозпродукты, то автомобили в Грузии не производятся, запчасти, масла и многие-многие такой перечень, тот, который утвержден в указе президента. Вот это перечень, мы это поддерживаем, считаем это лучше для экономики, лучше для наших людей, лучше для страны. И почему-то у нас вот эти представители оппозиции это не очень хотят, чтобы людям немножко легче зажилось. Тут нету никакого предательства, как они говорят, тут нету ничего такого, это все выдумано, это все политизировано, еще раз хочу сказать. Хотя оппозиция поддерживает у нас транзит из третьих стран, они это поддерживают, а вот именно из Грузии они говорят, мы очень против. Повторю, тот перечень в основном состоит не произведенных в Грузии товаров. Вот как обстоят дела. Как известно, президент утвердил свое распоряжение согласно официальному обращению глав Ткорчалского, Чамчирского и Галского района. Что послужило причиной такого обращения к главе государства? Да, ну не только обращение было глав администрации и районных собраний. Районные собрания тоже обращались, люди ходатайствовали. Плюс еще создана была рабочая группа при президенте, членом которой я тоже являюсь, и членом которой является и Тимур Хухутович Надарая. Вот все члены комиссии были за, там около 12, по-моему, коллег. Один Тимур Хухутович был против и в прошлый раз, когда это только до указа, пока мы обращались. И это все носило, конечно, рекомендательный характер. Президент принимает решение он. Но вот такие письма были направлены от глав администрации, от собраний, еще раз скажу. Наверное, это все и послужило. Представители оппозиции, в частности, считают, что не следует иметь торгово-экономические отношения с Грузией, ведь договор о мире еще не подписан. Как вы считаете, следует ли ждать подписания договора, тем самым заморозив все возможные экономические контакты с Грузией? Ну, если речь идет об экономических контактах с Республикой Грузия, то, скорее всего, конечно, нужно дождаться первого шага, когда будет закон, там, например, в Грузии о неприменении силы или остановлении каких-то межгосударственных отношений. Это совершенно верно. Но еще раз повторюсь, сейчас об этом речь не идет. Речь идет только для наших жителей пойти и принести, раздобыть товар подешевле и отдать нашим людям подешевле. Это касается сельхозтехники, запчастей, масел, автомобилей.
И там небольшой перечень из 8 пунктов. Вот как обстоят дела. А вот на ваш взгляд, есть ли вообще определенные риски, которые может нести торговля с Грузией? Если да, то как их можно минимизировать? Вы имеете в виду торговля с Грузией или имеете в виду торговлю через границу Ингур? Да. Скорее всего, через границу Ингур. Считаю, что это нужная и полезная мера. В любом конфликте первое – это экономика. Когда экономика нормальная, когда люди зарабатывают, никто не воевать, как говорится, не драться не хочет. Потому нам нужно сделать так, чтобы экономика в нашей стране вышла на новый уровень. Нам нужны инвестиции с России, со всех стран нас признавших. А что касается, еще раз скажу, границы нашей Ингур, то да, нужно ее делать так, чтобы граница работала. У нас все службы там представлены, и чтобы все службы выполняли свой функционал на границе. Так. Представители оппозиции также отмечают, что транзит грузов может принести деньги в бюджет, но таможенная служба, по их мнению, на сегодня не готова к этому. Насколько это соответствует сегодняшней действительности? Да, есть такой момент. Таможенная служба готовится. Прямо на сегодняшний момент еще служба не готова. Они там, как мне известно, будут вести ротацию других сотрудников, которые более обучены. И плюс еще там нужно еще, конечно же, и оснащение. Вот когда таможня все это сделает, тогда уже мы перейдем ко второму вопросу. Кроме того, Надара и Гулия сообщили о получении информации, что представители администрации Галского района якобы изымают мзду на границе по реке Ингур при перевозе товаров, отметив, что им еще предстоит проверить достоверность этой информации. Как вы можете прокомментировать это заявление? Да, скажу, самое неприятное в этом, что Тимур Хухутович заявил, или Тимур Гулия, что администрация взимает мзду. Это прямо были вот такими нехорошими словами. Хотя за сутки до этого мы с ним встречались на комиссии в администрации президента, и я ему все объяснил, что этим занимается наш МУП, занимался, муниципальное унитарное предприятие, которое на тот период, когда граница была на пандемии, была закрыта, да, и было очень сложно людям переходить. С этими, это были те меры, которым людям облегчить продажу своего ореха. Это было организовано так. Наш МУП нанимает грузовые автомобили, там, небольшой грузоподъемности, население туда свозит свой орех, мы им помогаем перевозить, сдавать и выгружать, где они хотят, и возвращались. И за вот эту работу муниципальное унитарное предприятие должно было брать рубль. То есть, если автомобиль 5-тонный, 5000 всего человеку обходилось, это же 5 тонн могут быть не одного человека, это в складчину. Несколько фермеров, у которых вырастили орех, кто-то тонну, кто-то 500 килограмм, кто-то 300. Вот они все вместе клали в эту машину. В общем, это уходило за одну машину около 5000 рублей. Всего лишь. И эта администрация на этом не зарабатывала совершенно. Вы сами посчитайте. На 5000 машине поехать, грузить, выгрузить, заправиться. Водитель должен получать. Администрация практически с этого ничего не имела. Позапрошлом году что-то МУП на этом заработал, купил себе покрышки, и на вот этом вот у нас практически эта работа еще была прекращена. И я вот это все объяснял, и мне было очень неприятно слышать, что называют это мздой. Мзду хотели брать тогда, когда в бытность другого руководителя, не буду его именем называть, догадаетесь, когда хотели 2 рубля с килограмма. Вот это была мзда. А это не мзда, это помощь населению.